Крупный юбилей отметила Сосногорская школа номер 2. Празднование состоялось в Доме культуры «Горизонт». Учебному заведению исполнилось 75 лет. Такие цифры обычно про старость, но только не в этом случае. Ведь с годами школа стала не только лучше, но и современнее по всем параметрам. На данный момент школа оснащена технически. В школе открыта точка роста. Мы реализуем национальные проекты образования. Сложно поверить, что в самом начале своей деятельности вторую школу посещало всего 34 ученика. Ведь сегодня это современное образовательное учреждение, которое успешно внедряет и реализует самые востребованные федеральные программы. Например, упомянутую выше точку роста. Это центр дополнительного образования детей, более углубленного образования. Наша точка роста – это центр образования детей по гуманитарной и цифровой технологии. То есть дети более широко, глубже изучают такие предметы, как информатика, технология, ОБЖ и проектная деятельность. Положительные изменения можно перечислять бесконечно, но одно остается неизменным – любовь учеников к своей родной школе. Ведь именно в этих стенах прошло их детство и юность. Первые поздравления со сцены прозвучали от главы Сосногорского района Ильдара Махмутова. Я поздравляю всех с юбилеем школы номер 2, 75-летием. С этой школы началась история Сосногорска. Тогда еще это был поселок Строй Ухтинского района. Эта школа была первой. В этой школе выросли и закончили эту школу очень много хороших, достойных людей. Ильдар Зульфарович лично поздравил большой дружный коллектив школы и в качестве подарка вручил директору сертификат на приобретение мебели. Педагогическим работникам вручил заслуженные награды. Каждая школа имеет свою изюминку. У второй школы это вокалисты, номера которых в большей части составили программу юбилейного концерта. В стенах этой замечательной школы раскрылся не один десяток талантов. Ребята показали, на что они способны. Именно школа, педагоги и все ее работники проложили путь в будущее для каждого из учеников, научили быть ответственными и целеустремленными. Атмосфера праздника была пронизана добротой и любовью, радостью и позитивом. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Ученик 7 класса школы номер 3 Владислав Пескун стал победителем республиканского конкурса сочинений «Моя семейная реликвия». Его проводит Сыктывкарский госуниверситет имени Петерима Сорокина. Участники, школьники и студенты описывают ценные для их семей вещи, предметы быта, фото и документы. Необходимо также показать умение работать с исторической литературой. Владислав и его руководитель Олеся Пономарева готовили работу на конкурс 2 месяца. Мы привлекали как интернет-источники, так и, конечно, книги, посещали библиотеки, и это было очень полезно и Владику, и мне было очень интересно. Например, одна из книг, которую мы привлекли, это была энциклопедия бытовых предметов, в которых описывали самые различные предметы, например, керосиновые лампы, свечи, подсвечники. Мы узнали очень много таких предметов, которые просто уже вышли из нашего быта и людьми не используются. Работа Владислава была представлена в направлении «Великая Отечественная война в истории семьи». Сочинение посвящено угольному самовару, который принадлежал прабабушке школьника Евдокии. Во время войны деревню Безодное в Орловском районе, где жила семья Евдокии, оккупировали фашисты. Наша прабабушка, она была верующей женщиной, и когда ее дом захватили фашисты, они стали там командовать, распевали из этого самовара чаи. И после освобождения Орловской области у бабушки сложилось такое мнение, что в этом самоваре заточилось что-то злое. По этой причине самоваром больше никогда не пользовались. Реликвия до сих пор хранится в семье Владислава. К слову, во время отступления фашисты уничтожили многие деревни Орловского района. Пытались и Безодное, однако сброшенная бомба не разорвалась. Уцелевший населенный пункт вошел в энциклопедию «Живая деревня». Сохранился и дом прабабушки Евдокии. Владислав часто бывает там с родственниками. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре комии национальных культур в Сосновском переулке состоялся мастер-класс по вязанию крючком ажурные узоры. Занятие прошло в рамках арт-кружка, который действует на базе центра уже полгода.
За это время участницы объединения успели смастерить несколько поделок в разных техниках. Начинали мы с игрушек 19 века. Это ватные игрушки, которые так распространены сейчас в последнее время. Изготовили мы одну игрушку, каждый по одной игрушке. У нас была фотовыставка здесь своя организована. Дальше мы пошли по мероприятиям, которые включили в себя работу с бумагой. Мелкая моторика, развиваемся с женщинами в этом направлении. Изготовление цветов на стены из бумаги, букеты из бумаги также делали. Потом мы начали работать с краской, точечное рисование, тоже сейчас очень такое модное направление, да. И сейчас у нас подготовка идет к Пасхе. Арт-кружок регулярно посещают около 10 человек возрастом от 35 лет. В основном пенсионеры. Здесь они интересно проводят время за рукоделием и душевным общением. Альбина Тимофеевна любит Центр коми-культуры за дружескую атмосферу. Очень хорошая, теплая. Все работники, с какой бы просьбой ни обратился, все исполнят, все подскажут, все сделают. Так что мне здесь уютно. Мне нравится сюда ходить с легкой душой, как говорится, сюда идешь. Руководитель кружка Марина Михайловна объяснила собравшимся основы вязания крючком. Сама она владеет этим искусством с 18 лет. Со спицами женщины уже знакомы, а тонкостям создания ажурных узоров еще предстоит научиться. Здесь идут петельки. И вот мы вот в эту петельку, следующая, которая, вставляем крючок. 1, 2, 3. Все те же самые движения. Результатом нескольких занятий станет композиция на пасхальную тему из корзинки и курочки с яйцами, полностью связанная крючком. Арт-кружок Центра коми и национальных культур приглашает на творческие мастер-классы всех желающих. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В хоккей играют настоящие мужчины. Именно так можно охарактеризовать прошедший накануне турнир, посвященный памяти тренера Сергея Головина. Этого человека по праву можно назвать лицом хоккея Республики Коми. Жизнь Сергея Николаевича трагически оборвалась в прошлом году. Принять дань памяти приехали его супруга, дочь и сын. Он начинал тренером-общественником, лет, наверное, с 17, то есть это было где-то 77-й, 78-й год. А потом стал тренером-преподавателем, потом вырос до директора школы. Он в Печоре жил, а потом переехал в Ухту, получается, и здесь тоже был и директором спортивного комплекса «Нефтяник», и параллельно тренером-преподавателем, то есть и ребят тренировал, и взрослых мужчин, так скажем, любителей. Сын Сергея Николаевича Илья пошел по стопам отца. Он связал свою жизнь с хоккеем и на этом турнире выступил в роли судьи. Судить ему предстояло мужские команды 50+. Красивая и яркая игра не раз сопровождалась опасными моментами. Получить положительные эмоции и лично отдать дань памяти выдающемуся тренеру пришел исполняющий обязанности главы Сосногорского района Ильдар Махмутов. Так как играли, как проходили эти игры, 50+, это не про них, потому что они играли быстро, энергично, и некоторым ребятам 64 года, 2 человека есть по 60 лет, именно из кого я знаю. Может быть, есть еще такие возрастные ребята, но по ним не скажешь, что им 64 или 60 лет. Молодцы. В турнире принимали участие 4 команды из Ухты, Сосногорска, Троицко-Печорска и поселка Озерный Печорского района. Команду «Нефтяник» и СКО тренировал сам Сергей Головин. Ровно год назад, когда не стал тренер Сергей Николаевич, мы дали слово, что мы соберемся, мы это сделали. За 2 дня нам пришлось 3 игры сыграть, так, чувствуется нагрузка. Мы старались все, вся команда молодцы. Все воспитанники Головина Сергея Николаевича. Это именно с поселок Озерный, Печорский район. Играли команды очень слаженно и профессионально. Руководитель отдела физкультуры и спорта Елена Пашиченкова отметила, что хоккей для сегодняшних участников не просто спорт. Хоккей – это часть их жизни. И эти люди, они просто рады встретиться в той стихии, в которой они жили и в молодости, и в юношестве, да. И сейчас они встречаются
именно на фоне того, что их объединяет в данном случае хоккей. Победителем турнира стала команда «Нефтяник». Команда «Союз» заняла 2 место, «Ветеран» – 3. В награждении принял участие друг и коллега Сергея Головина Гордеев Николай Александрович, президент Олимпийского совета Республики Коми и заслуженный работник физической культуры и спорта. Огромное спасибо всем здесь участникам соревнований, которые показали высокий класс игры, задор. И, наверное, мы за время этого турнира все немного помолодели. Потому что, глядя на вас, хочется на самом деле идти к каким-то добрым делам, к добрым помыслам. Старшие составы хоккейной сборной подали отличный пример для молодежи и наглядно показали, что спорт может являться неотъемлемой частью жизни, даже если тебе 50+. Исполняющий обязанности главы Сосногорского района Ильдар Махмутов подчеркнул, что развитие хоккея очень важно как для подрастающего поколения, так и для города в целом. Мы хотим собрать 2 детские команды, команду мальчиков, команду девочек, для того, чтобы закупить форму для них. Поэтому вот движение, как говорится, идет понемногу. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.